Карантин по коронавирусу для контактировавших сокращен с 14 до 7 дней. Об этом во вторник в Москве заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства уточнил, что постановление уже вступило в силу. Кроме того, Мишустин посоветовал российским гражданам не рассчитывать, что переболеть штаммом омикрон можно в легкой форме. И отметил, что прививка помогает защитить здоровье от тяжелых последствий заболевания. Распространение штамма омикрон вызвало увеличение нагрузки на поликлиники. Большое значение имеет своевременная вакцинация. Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так. У болезни все равно есть последствия, и иногда крайне серьезные. Прививка помогает защитить от них свое здоровье. Во всех регионах есть запас вакцин. В ходе заседания глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что по итогам третьей недели зафиксирован рост заболеваемости в 83 регионах России. Она также сообщила, что максимальные показатели отмечаются среди подростков 15-17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав России в ближайшее время опубликует рекомендации по лечению бессимптомной или легкой формы COVID-19. Мы видим, что именно пациенты, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, переносят, в том числе, если сталкиваются с новой коронавирусной инфекцией, в легкой или бессимптомной форме. Поскольку именно у таких пациентов возникает вопрос, как поступить, то медицинскими специалистами подготовлены рекомендации, как поступать в легкой форме или бессимптомной, которые сегодня мы опубликуем для наших граждан. Борьба с коронавирусом продолжается и в нашей республике. Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с вице-премьером республики Ольгой Балабкиной и министром здравоохранения Леной Афанасьевой сказал о том, что необходимо брать анализы ПЦР у всех членов семьи, если вызов был сделан, например, только ребенку. Раз обращаю внимание на установку, которая дана медицинским работникам вчера после поручения главы республики Саха-Якутия при выезде педиатрических бригад, количество которых увеличено. Соответственно, анализы должны браться у всех членов семьи. Также в республике принимают следующие дополнительные меры по снижению рисков распространения COVID-19. В Центре спортивной подготовки «Триумф» работает дополнительный амбулаторный центр. Он создан для разгрузки системы первичного звена здравоохранения. Готовность объекта проверил глава республики. Айсен Николаев осмотрел пункты по забору анализов, зоны ожидания и терапевтические зоны. В амбулаторном центре работает 175 человек, в числе которых врачи и медсестры. Если есть просто признаки ОРЗ и ОРВИ, то доктор посмотрит, назначит лечение. А если есть признаки новой коронавирусной инфекции, то будет назначено лечение, будет оценена тяжесть. И если легкое течение, то, конечно же, на дому будут выданы лекарственные препараты. Но если же, не дай бог, тяжелое течение, то отсюда можно вызвать скорую помощь и уже госпитализировать. Из-за большого количества поступающих звонков, связанных с коронавирусом, республиканским Минздравом неделю назад был организован штаб для единой горячей линии 122. Сейчас штаб работает круглосуточно. Здравствуйте, оператор 122. Одним из специалистов колл-центра является Дмитрий Владимиров. Хоть он работает всего несколько дней в качестве оператора, признается, что уже привык. Быстрота и полнота ответа здесь главный критерий. Относительно несложно тем, что здесь имеется детальный скрипт для операторов, как проводить беседу. Нам провели обучение, как заполнять данные вызова на дом. Большой актовый зал общественного центра, где сейчас располагается колл-центр, разбили на кабинки. В смену здесь одновременно работает до 50 операторов. В сутки же колл-центр обрабатывает до 7-8 тысяч входящих звонков. К сожалению, конечно, есть кое-какие моменты, да, когда все равно население не дозванивается. Но мы для этого и создали данный контакт-центр в период тишины, так называемой. Мы стараемся перезвонить на все неотвеченные звонки.
В сутки работает 3 смены. По номеру 122 можно звонить по вопросам ковид. Если вопрос пациента касается, к примеру, терапевтической помощи, оператор перенаправляет звонок в поликлинику. К тому же звонить на 122 нужно при насморке и температуре, чтобы система смогла вас зарегистрировать. Свои жалобы обязательно нужно звонить на этот номер с насморком, с температурой, с кашлем. И с того дня регистрируется недомогание пациента. Это нужно еще для открытия больничных листов, для самоизоляции, чтобы зарегистрировать болезнь этого пациента. На передовой в борьбе с COVID-19 также весь коллектив медицинского института Северо-Восточного федерального университета. С 26 января в учебном заведении приостановлен учебный процесс. Студенты и преподаватели всеми силами помогают своим коллегам в колл-центрах, стационарах и терапевтических отделениях. Дежурят в красной зоне ковидных отделений. Вступить в борьбу с ковидом в это непростое время – долг каждого медика, отмечают они. Всего в больнице и поликлинике направлено 850 студентов мединститута. Если для младших курсов это волонтерство, то для старшекурсников – учебная практика. Ну а ординаторы, уже имеющие дипломы, привлечены как дополнительные работники с трудоустройства. Это уже выпускники наши прошлых лет, имеющие диплом врача, вот они встают как раз на место именно врачебных должностей, как врачами-стажерами. Если есть уже сертификаты специалистов по их специальностям, это могут быть как стационары, ну и поликлиники. В первую очередь, конечно, у нас большая помощь требуется в поликлиниках. Для сотрудников первичного звена такой приток молодых коллег – неоценимая помощь. Только в столичной поликлинике номер 3 вместе с врачами работает еще 130 студентов. Все они после прохождения специального инструктажа выполняют разные функции, главной целью которых является улучшение оказываемой медицинской помощи. Работают в разных отделениях нашей больницы. Значит, они работают в инфекционном нашем стационаре, они работают в ковидной бригаде, работают в терапевтических отделениях, в кабинете вакцинации. И самое большое количество студентов у нас работают в колл-центре. Помимо студентов на борьбу с ковид встали и сами преподаватели. Это 50 человек, часть из которых начали работу в лабораториях, в том числе и микробиологической клинике при университете. Как высококвалифицированные специалисты, они помогают и индивидуальной консультации в колл-центрах, а также оказывают дополнительную методическую помощь своим коллегам. Не остаются в стороне и волонтеры. В республиканском волонтерском корпусе занято около 2000 добровольцев по всей Якутии. Волонтеры работают в медицинских организациях, также колл-центрах на развозке продуктов первой необходимости и лекарств. Как отмечают в штабе волонтерского корпуса, в день по городу Якутску поступает в среднем 10-15 звонков. Заявители, те, кто сидит на самоизоляции и нуждается в оказании адресной помощи, это маломобильные граждане и лица старше 60 лет. Чтобы стать добровольцем, достаточно быть совершеннолетним, иметь желание и наличие сертификата о вакцинации. В республиканском волонтерском корпусе набирают волонтеров по направлениям помощи в медучреждениях, а также выезд по заявкам, по доставке продуктов первой необходимости, лекарств нашим пожилым гражданам, а также людям, которые находятся в самоизоляции и болеющих ковидом. По всей республике, но в день как минимум 170 заявок поступает. По всему городу более 10-15. А Министерство труда и социального развития региона еще раз напоминает, что на дистанционный режим работы во время распространения COVID-19 по указу главы региона могут лица 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями, а также беременные женщины. Кроме того, руководители организации могут перевести на удаленный режим работы 50% коллектива. При этом для органов государственной власти и местного самоуправления эта мера носит обязательный характер. Удаленный режим работы касается и одного из родителей, чьи дети учатся на дистанционке. Распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым был утвержден указ о том, что лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины могут перевестись на дистанционный режим работы. Также решением оперативного штаба по республике от 17 января этого года руководителям рекомендовано переводить сотрудников на удаленный режим работы.
не привитых от коронавирусной инфекции при наличии медицинского отвода от вакцинации одного из родителей детей младших классов, не переведенных на дистанционный режим обучения. Необходимо также отметить, что согласно Трудовому кодексу Российской Федерации выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы. Что касается спортивной жизни республики, то все мероприятия на сегодняшний день приостановлены. Министр по физической культуре и спорту Якутии Иннокентий Григорьев подписал приказ, согласно которому на территории республики до 1 февраля приостановлены все официальные спортивные мероприятия. Под запрет попали и те старты, которые включены в единый календарный план Минспорта региона. Также идет усиленная работа и по проверке торговых объектов столицы Якутии. Административная комиссия города Якутска проверяет соблюдение дополнительных мер безопасности, установленные указом главы республики. Согласно ему, торговые объекты еженедельно по понедельникам и вторникам должны проводить обязательную дезинфекцию с 8 утра до 13 часов. Дезинфекция должна проводиться с закрытием объектов. Составляется акт административного правонарушения, где отражается, в чем заключается нарушение, производится видеозапись на специальные средства, на телефон, где мы фиксируем в качестве доказательства данные нарушения все, составляем акт и направляем уже в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. В случае составления протокола и привлечения юридического лица или индивидуального предпринимателя, в дальнейшем протокол направляется уже в Якутский городской суд для рассмотрения по существу. В ходе рейда, как оказалось, большинство магазинов проводит обязательную дезинфекцию. Но при этом каждый день, через каждые 4 часа мы магазин все равно моем, проводим генеральные уборки, пользуемся средствами, которые прописаны по Санпину. Журналы все ведутся, дневники все ведутся, сотрудники температуру проверяют. И, конечно, мы входим в положение и даем маску обязательно. Однако случаи несоблюдения также зафиксированы. Причина, со слов сотрудников магазина, неосведомленность. На нарушителя был составлен акт об административном нарушении. Часто горожане сами проявляют гражданскую активность и сообщают сотрудникам мэрии о нарушениях в торговых точках. У нас есть очень активные общественники, граждане, которые, если видят нарушение, то отправляют нам сразу и информируют о том, что есть вот такие вот точки, да, которые работают, когда как они должны быть закрыты. Дополнительные меры безопасности введены не только в торговых объектах. Это касается всех общественных мест. Управляющие компании и товарищества собственников жилья обязаны раз в неделю проводить дезинфекцию во всех многоквартирных домах. Также дезинфекция проводится и в общественном транспорте. На территории республики введена и продолжает действовать система допуска по QR-кодам вакцинированного или переболевшего, а также по медицинской справке о наличии противопоказаний с отрицательным ПЦР-тестом в места массового скопления людей. Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС.